Пожалуйста, встаньте те, кто сегодня по причине нежелания не желает поставить прививку от ковида. Пожалуйста, встаньте. Вы можете не садиться. Вы сейчас можете пройти на свое рабочее место, взять свои вещи, и с завтрашнего дня вы на работу не выходите. На свои рабочие места вы не допущены. Ассаламу алейкум, Казахстан. Долго нас не было в эфире, а жизнь не стоит на месте, поэтому давайте сразу перейдем к делу и озвучим самые актуальные темы. Алгеттик. Всеобщая вакцинация. Достаточно острый, но в Казнете мало кем обсуждаемый вопрос. Эту тему я не раз поднимал на своем канале, ссылки будут в описании. А сейчас рассуждать о том, насколько вредна или опасна вакцина, я не буду. Каждый сам для себя решает, прививаться или нет. А вот принуждение к вакцинации – это вопрос иного уровня. Давайте это и обсудим. Если в России к вакцинации призывают всякие фрики... Что нужно делать? Детский сад. Мамаша, вы ребенка привели? Вы привиты? Нет, завтра ребенка не приводите. Быстро побегут все, сделают прививку. В школу. Директор школы встречает учеников. У кого дома родители без прививки? До свидания, домой. Все сделают прививку. В армии сделали прививку? Все. Потому что армия, дисциплина, порядок. На работу. Вот к выборам я говорю. Нет прививок, к выборам не допускаем. На работу, так сказать, есть вакансии, есть прививка, берем. Нет прививки, до свидания. Это же угроза государству. Здесь нельзя шутить. Я поеду в пионерский лагерь, а я не поеду. Я пойду на танцы, я не пойду. Shut up! Shut up! Shut up! То в Казахстане решили сразу зайти с козырей. Вирус деген бұл ауыр вирус, қорқудың қажеті жоқ. Қашан ауырып қалам деп ойлап жүргенше осыны жасау керек. Тәжірибе көрсетіп отыр, вакцинациядан кейін ауырса да ол ауру жеңіл түрде өтеді. Сондықтан қорықпай халқымыз осыны жасау керек. Сегодня я получил вакцинацию, врачи это поддерживали, я сделал российскую вакцину «Спутник», которая производится у нас в Казахстане. Я призываю наших граждан сделать вакцину, не бояться. Год назад переболел, как вы помните. Вакцина российского производства «Спутник» имеет эффективность 92%. Сейчас, когда к нам залезл индийский штамм, очень важно, чтобы люди вакцинировались. Не надо бояться. Я знаю, есть фобии всякие мнения. Но, конечно, те, которым врачи скажут позволительно, что у него нет каких-то других заболеваний, которые могут вызвать побочные эффекты. Проверяется, я призываю сделать ради здоровья. Это необходимо, все равно придется делать. Все равно придется делать. Сам Елбасы Нурсултан Абишевич призывает нас не бояться и активно вакцинироваться. Хотя на видео не очень понятно, привили его или нет. Ракурс подобран такой, что не разберешь. Хотя это уже не важно. Сейчас каждый день нам по ящику и в соцсетях рассказывают о подробностях альфа, дельта и индийского штаммов, о количестве заболевших, об ужасных последствиях. И все это открыто подводится к тому, что тотальная вакцинация населения – это единственный ключ к спасению нашей нации. И сегодня на онлайн-брифинге Бекшин заявил, что наступает 4-я волна.
Также ранее действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев указывал на недостаточно высокие темпы вакцинации в стране и призвал акимов лично возглавить кампанию по вакцинации граждан. Даже различного рода медийные личности, имеющие определенную аудиторию, аккуратно так продвигают эти идеи. Один из них, так называемый патриот Мухтар Тайжан, он в своем инстаграме сказал: «Я согласен с президентом. Единственный путь освободиться от масок и других ограничений – это привиться. И нужно поблагодарить ученых за то, что они так быстро придумали вакцину». Именно поэтому нас с вами сейчас пытаются всеми доступными методами загнать на вакцинацию. И квартиры разыгрывают, и на отдых на море отправляют. Главное, приди, поставь укольчик. А вот если откажешься, влепят штрафы, изолируют и вообще могут уволить с работы. Но как бы там ни было, у нас что, помимо вакцинации проблем нет? Правительство обещало отрегулировать выросшие до небес цены на продукты, на бензин, разобраться с экологическими и сельскохозяйственными проблемами. Бірақ өзгеріс жоқ, халықта ақша жоқ. Осы вакцинация пәле болды ғой. Ведь они могут трубить целыми днями, а вот уставших от нищеты многодетных матерей и слышать не хотят. Что ж, при всем при этом я повторяюсь, пусть каждый сам решает, прививаться ему или нет. Ведь это его здоровье, его выбор. Но я против принудительной вакцинации, сопровождающейся различными запугиваниями и манипуляциями с увольнениями и штрафами. Это прямое нарушение наших конституционных прав. И здесь я хочу поддержать главного врача частной клиники Денсаулык Бакееву Айну Альмуратовну, которая просит поддержки у активистов нашей страны в распространении ее обращения. Ведь она практически в одиночку пытается достучаться до нашего правительства и лично президента с просьбой остановить принудительную вакцинацию населения. Давайте послушаем, что она скажет. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, обращаюсь к вам как к символу и гаранту незыблемости нашей Конституции. Прошу вас встать на защиту высших ценностей Республики Казахстан, на защиту человека, его жизни, прав и свободы. Сейчас наши права и свободы под угрозой. Человеческое достоинство казахстанцев будет беспрецедентным образом попрано, если вы не вмешаетесь и не остановите планы разделить наше общество по принципу вакцинированности. Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу применить жесткие меры, при которых непривитые лишаются возможности честно трудиться и зарабатывать. Люди подвергнутся неслыханной дискриминации, останутся без средств к существованию. Не допустите, чтобы ваши соотечественники превратились в изгоев. Альтернатива вакцине, предложенная Министерством здравоохранения, это еженедельное ПЦР-тестирование стоимостью около 7 тысяч тенге. То есть в месяц это приблизительно 30 тысяч тенге. При наших зарплатах и ценах на продукты питания, хотя бы цены на продукты питания, это бесчеловечно. Это тестирование должно быть бесплатным хотя бы для населения при таких условиях. А вакцинация, со слов представителей Минздрава, и есть третий из 4 этапов испытания вакцины. 4-й этап длится от 2 до 5 лет. На сегодняшний день о испытанности и надежности вакцины речи быть не может. Это медицинский эксперимент над нашим народом. Нельзя допускать, а тем более принудительно, испытания вакцины на население. Принудительно под угрозой штрафов и увольнений. Кто будет нести ответственность за последствия? Ведь под угрозой здоровья и генофонд нации. Не знаю, услышит ли ее глава государства, отреагирует ли на ее обращение.
Хотя он сам недавно заявлял, что Казахстан отныне будет слышащим государством. Но вот после его недавнего заявления я уже сомневаюсь. Если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злого умысла, похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки, он не должен привлекаться к уголовной ответственности. В противном случае мы парализуем госаппарат. Остановитесь! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, переживая за права госслужащих, не забывайте и о правах простых граждан. Завершая этот короткий выпуск, я еще раз хочу подчеркнуть, я не призываю бойкотировать вакцинацию, но прошу уважать наши конституционные права. Осымен бейнеролигіміз аяқталады. Бәріміз аман сау жүріп, тек қана жақсылықта кездесе берейік. Айна Альмуратқызын баршамыз қолдайық. Сау болыңыздар. Принудительного ну, собственно, как и записано у нас в Конституции, быть не должно и не может быть. Когда кто-то нам по радио, по телевизору говорит о том, что вот абсолютно безопасно, это чушь собачья. Вакцину можно получить, за пару месяцев. Но проверить ее, как она действует, надо, в общем, где-то 3-5 лет. Нельзя заставлять людей, как стадо баранов, кнутом гнать на вакцинацию, пока не решен этот вопрос, кто будет отвечать.